наши музеи. Друзья, внимание на экран. Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Задача музеев – сохранить для потомков культурное достояние, которое передавалось через многие поколения. Однако сегодня существует множество других форматов, которые позволяют нам получить информацию о прошлом и настоящем. Интерактивные выставки, мультимедийные презентации и виртуальные туры. Кюнней Пестерева – профессиональный историк-археолог. Длительное время работала в Музее археологии и этнографии. Она выпускница исторического факультета Якутского госуниверситета, который сегодня успешно преподает новым поколениям историков, в том числе будущим музеологам. Теряют ли сегодня свою актуальность музеи и займут ли их место новые форматы? Дорогие друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, вам необходимо разделиться на две группы. Оптимисты. Оптимисты – те, кто считает, что музеи актуальны и нужны сегодня. Музей является важным источником культурного наследия и образования для нашего общества. Нужно поддерживать развитие и модернизацию музейных форматов, чтобы они оставались привлекательными и интересными для посетителей. Пессимисты – это те, кто считает, что музеи не актуальны и нужны другие форматы. Музеи устарели и не могут конкурировать с современными формами и форматами развлечений и образования. Сейчас нужны такие альтернативы, как интерактивные центры и виртуальные туры. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедится в верности позиции оптимистов, может пересесть на их сторону. Итак, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Историк-археолог. Преподаватель исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Кюнней Пестерева. Кюнней, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается минута, чтобы мы могли узнать вас получше. Меня зовут Кюнней Пестерева. Я в первую очередь преподаватель, археолог и посвятила преподаванию все время, пока я работаю после окончания университета. После окончания университета я поступила на работу в Музей археологии и этнографии СВФУ, то есть ЕГУ тогда был, и параллельно еще преподавала в школе. Потом я перевелась на исторический факультет и тоже продолжаю свою педагогическую деятельность и параллельно провожу с ребятами научные исследования по археологии. И можно сказать, что вот помогаю ребятам найти себя в науке. И также мы с моими коллегами создали кружок «Культурная антропология», где также помогаем студентам заниматься научными исследованиями в области археологии, истории, этнологии. И, в принципе, ребятам нравится. И сама я историей увлеклась еще со школы, с 5 класса, когда у нас начали проводить, появился урок история. И вот решила, что я стану археологом и буду преподавать историю. История древнего мира – это любовь, конечно. Да. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы от нас, ну и быстрые ответы от вас. Так, первый вопрос. Как вы считаете, сильно ли зависит общественное мнение от информации, которая транслируется музеями? И бывают ли неправильные музеи? Музейная деятельность, она регламентирована различными правилами, законами, да, и, соответственно, вся информация, которая подается музеями, она достаточно объективна. Да, это, музеи разного профиля должны быть. Они просто являются ретрансляторами памяти. И, соответственно, я так думаю, что нет неправильных музеев, нет такого понятия. Есть мнение, что большинство посетителей музеев – это школьники и студенты, которые пришли, скажем так, в обязательном порядке. Так ли это? На самом деле не совсем так. Я бы не сказала, что в музеи ходят по принуждению.
Есть люди, которые пришли с семьями, со своими детьми, с бабушками, дедушками, да, и с друзьями просто. Это могут быть гости нашего города, нашей республики. И поэтому все равно музей вызывает интерес. А существует ли какая-то конкуренция вот между музеями, допустим, там, нашей республики, города, и в чем она выражается? Ну, каждый музей имеет свою специфику. Я так думаю, что они не могут конкурировать. А как вы считаете, насколько привлекательны для посетителей такие акции, как «Ночь в музее»? Да, несомненно. Мы вот со студентами-историками помогаем в проведении этих мероприятий сотрудникам Музея археологии и этнографии. И, соответственно, мы видим, да, сколько людей приходит, их бывает очень много. Обычно это дети, школьники, ну и студенты тоже приходят. Существует ли какое-то особое внимание к музеям Якутии? Да, я считаю, что действительно, но хотелось бы, конечно, еще больше внимания, чтобы общественность, да, обратила внимание на какие-то моменты, побольше, возможно, пиара со стороны музеев, да, побольше каких-то вот массовых мероприятий и, соответственно, поддержка государства. А как вы считаете, какие музейные экспонаты, они являются наиболее важными для понимания истории Якутии? Ну, конечно же, наибольший интерес вызывают у нас останки древних животных, да, или останки людей, погребений, которые выставлены в наших музеях, в Краеведческом музее, например, да, в Музее археологии и этнографии. И как раз вот те предметы, которыми пользовался древний человек. Вот именно какие-то каменные наконечники стрел могут быть, да, просто они несут в себе такую вот нагрузку, не просто вот представляют из себя какой-то предмет, который из древности, который когда-то выкопали археологи. Просто, когда смотришь вот на эти древние предметы, представляешь, как выглядел человек, который изготовил своими руками этот предмет, как он научился, сколько времени прошло, пока он научился вот такую красивую вещь сделать. Это очень интересно, увлекательно, и мне кажется, что любой, кто это смотрит, это наблюдает, он думает об этом. И поэтому они никогда не теряют интерес. А какие мифы о музейной работе вам бы хотелось сегодня развеять? Ну, во-первых, что быть работником музея, работать в музее, это значит быть каким-то скучным человеком, занудой, что работа в музее не может быть интересной. Вот, в первую очередь люди, возможно, так думают. В первую очередь, такие ассоциации, да, честно говоря. Ну и, наконец, обратим внимание к вам, к нашей аудитории. Справа от вас, напомню, расположились оптимисты. Это те, кто считает, что музей является важным источником культурного наследия и образования для нашего общества. Нужно сегодня поддерживать их развитие, ну и, соответственно, развивать то, что есть. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что музеи уже давно устарели и не могут конкурировать с современными формами, развлечениями и образованиями. Сейчас нужны такие альтернативы, как интересные центры и виртуальные туры. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию, чем обусловлен ваш выбор, какие у вас есть аргументы. Очень важно в изучении истории, когда человек может прийти в музей и там посмотреть на экспонаты, послушать опытных историков и так далее. То, что в интернете, конечно, можно там послушать видео, где рассказывается про историю чего-либо, но это не может в полной мере заменить музей. И вам мнение пессимистов, почему вы сегодня оказались на этой стороне? Музеи теперь на данное время устарели. То, что надо сейчас искать более оптимальные пути передачи информации, то, что нужно развиваться. Если мы будем стоять именно на вопросе музеев, то мы никак не развьемся. Надо искать новые просторы. Еще мнение, пожалуйста. В конце концов, исторические музеи могут дать нам такой, как сказать, материальный, конкретный опыт обращения с исторической памятью, получается, с историческими экспонатами. И
поскольку вот в виртуальной среде нельзя взять и, скажем, косточки пощупать, это будет восприниматься не настолько, что ли, натурально, живо. Конечно, музеи на сегодняшний момент не надо полностью запрещать. Но так как будущее поколение все больше привыкает к цифровому формату, надо придумывать какие-то альтернативы. То есть сделать, например, какой-то сайт, где вы можете посмотреть ту или иную информацию. Ну, потому что в последнее время у школьников и студентов все меньше времени, и они не могут его потратить, чтобы поехать там в музей, в театр и подобные культурные места. И им гораздо удобнее будет посмотреть это дело в цифровом формате. Давайте еще мнение послушаем. Музеи все-таки нельзя полностью заменить вот цифровыми технологиями, как сказали. Скорее дополнить. То есть основную суть все равно невозможно будет поменять. И скорее нам надо углубляться в том, чтобы развить музеи дальше, как сделать их более интересными, более современными, а не альтернативы искать это как-то странно, по-моему, потому что легче дополнить, а не полностью изменить. Еще мнение пессимиста. Я задала себе вопрос, когда последний раз я посещала музей, но это было, когда я была школьницей и студенткой, да, вот. Но теперь я-то понимаю то, что музеи нужны, но после пандемии все-таки нужно поменять формат, потому что, смотрите, сказать то, что музеи нужны, да, нужны, а зачем? Ну, для чего? Это же история, то есть это наше прошлое, без прошлого нет будущего. Не надо отказываться от музея, а нужно дополнять. А дополнять каким образом? Более дать вопрос, для чего мне знать свою историю? Для чего? Исходя из этого, я буду знать, куда я пойду. Ну, я вот так думаю. Давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости Кюльне Айдаровне. Пожалуйста, ребята, ваши вопросы. Давайте начнем с вопросов стороны оптимистов. Мы постановили проблему, то, что сейчас в музее все-таки ходит не так уж много людей, к сожалению. И как это, по вашему мнению, можно исправить в ближайшей перспективе? Действительно, у нас требования времени, да, совершенно другие. Не то, что было, например, 10-15 лет назад, даже вот допандемийное время, да, было совершенно другое, чем сейчас. И стоит добавить какие-то вот мультимедийные элементы, действительно, скорее всего, да, что-то вот интерактивные элементы в экспозиции. Можно ли как-то измерить эффективность музея? Есть ли какие-то показатели? Да, там в каждом музее, я так думаю, что есть свои формы отчетности, да, чтобы проследить, сколько человек посетило, сколько человек купили билеты, да, и сколько мероприятий проводил тот или иной музей. Конечно, вот мы, каждая вот организация, учреждения должны давать такие сведения в конце года, например. Еще вопросы? Как вы думаете, какие ресурсы нужны для развития музеев Якутии? Я так думаю, что это какие-то программы, гранты, да, которые позволяют музеям привлечь финансирование. А этого сейчас не хватает, да, на ваш взгляд? Ну, я так думаю, что все равно это нужно. Потому что, как и любая организация, как любое учреждение, музеи не могут без каких-то вот финансовых вливаний существовать, проводить какие-то мероприятия, нанимать сотрудников и так далее. Все равно нужны вот человеческие ресурсы, да? Это креативные, возможно, люди, научные кадры тоже нужны. И, конечно, вот финансовые ресурсы тоже. Как вы относитесь к тому, что у нас некоторые музеи стараются сделать такими общественными площадками, куда можно приходить, там, проводить какие-то свои сторонние мероприятия? Что вы на это счет думаете? Я думаю, что это положительное явление. Музеи должны быть открыты. Да? Сейчас у нас вот в последнее время идет тенденция, что музеи как раз вот проводят какие-то мероприятия, лекции открытые, да? И люди приходят, смотрят, как бы приобщаются к истории, или если это художественный музей, то к каким-то произведениям искусства. Да? И, соответственно, музей не закрывается, не дистанцируется от общественности. А можете привести примеры на данный момент
не обязательно в Якутии или в России, а по всему миру, который уже новый формат введен, и он уже работает эффективно, как нам бы хотелось бы у себя на родине. Мы все прекрасно знаем, вот исторический парк «Россия. Моя история». Вот как раз там мультимедийная среда полностью. Когда вот они открылись, это было нечто новое. Согласитесь, мы же туда пошли и увидели, что там картинки двигаются, да, текст появляется. Да, это вызывает интерес, и, конечно же, такие форматы, они должны существовать. Я так думаю, что в этом нет ничего плохого. И, соответственно, вот такого формата вот, организации, музеи, они все равно должны быть. Но, с другой стороны, как мы откажемся от подлинников, от оригиналов, да, все равно мы должны это видеть. И все-таки вот полностью мультимедийная среда нам не заменит те классические музеи, которые у нас есть. Еще вопрос? Как бы вы сами хотели видеть музеи? Мы не должны просто смотреть то, что висит на стене. Конечно, это нам нужно. Это мы должны видеть, например, если это художественный музей, мы должны видеть картины подлинные, которые художник нарисовал, да. Но все-таки нужно больше информации. Вот сейчас как раз появились почти во всех музеях аудиогиды. Да, и эти аудиогиды, они позволяют нам через QR-код или нам выдают наушники прослушать информацию о каком-то экспонате. Вот, надо это расширить еще какими-нибудь более такими интерактивными элементами, деталями в экспозиции. И побольше работы, я так думаю, с населением, именно с подрастающим поколением, да, или со взрослыми. Какие-то мастер-классы, открытые лекции. Вот они все нужны мне, я так думаю. Еще вопросы, пессимисты? А какой способ получения информации вот будет для человека эффективнее? То есть пойти в музей, тоже потратить там побольше времени, или же зайти на сторонние сайты и сделать это в разы быстрее, можно так сказать? Это все должно сочетаться. Например, если мы прочитаем о каком-нибудь событии на сайте, мы узнаем информацию, да, определенную, но если есть музей, в котором экспонируется то, что относится к тому событию, про которое мы на сайте каком-то прочитали, или увидели даже, фильм, может быть, какой-то увидели, да, то наше восприятие вот расширится, и мы лучше это все себе представим и впитаем в себя. Ну, я так считаю. Есть на самом деле еще интересный формат, так сказать, знакомств с историей. Это вот эти вот VR-туры, которые ныне проводят. То есть на самом деле ты все равно визуально видишь то же самое, что можешь увидеть в музее, но опять же, не выходя из дома. Как считаете, насколько это вот вообще перспективно? И может ли это вообще в перспективе заменить вот те традиционные музеи, которые на сегодня имеются? Когда случилась пандемия, музеи же перешли как раз вот на такой формат, да? Они сделали виртуальные туры, появились специальные сайты. Действительно, это нам помогло как бы также узнать, ознакомиться с экспозициями, с этим музеем, да? Это хорошо. Вот как раз, например, вот на сайте вот как раз музей археологии и этнографии, да, тоже, то есть он тоже создал такой виртуальный тур. Там даже вот по залам можно было пройтись. Ага, если интересно, можете найти в интернете. Может, стоит оставить только такие туры? Ну, как я уже говорила, это надо, может быть, сочетать. Да? Например, есть какой-то экспонат, возле которого можно, например, узнать больше про нем информацию. И опять же таки VR-очки могли бы помочь оказаться в той эпохе или в той местности, откуда был изъят этот экспонат. Да? И вот виртуальные экскурсии, они все равно вызывают интерес. Да, вызывают интерес, и, соответственно, на такой формат тоже стоит перейти, но не полностью. Я считаю, что это должно вот в сочетании как-то работать. Хорошо, спасибо, давайте поаплодируем. Дорогие друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран.
Посещаете ли вы музеи и как часто? Здравствуйте. Посещала, наверное, лет 5 назад. Раньше чаще. А интересно ли вам сегодня посещать музеи? Ну, наверное, да, стоило бы сходить. Но интереснее театры. Да, посещаю там, раз в месяц, около того. Интересно ли вам сегодня посещать музеи? Да, вполне интересно смотреть на разные культурные объекты. А что бы вы поменяли в музеях, чтобы сделать их намного популярнее? Ну, как минимум, больше места для того, чтобы там сидеть, потому что многие очень сильно устают при хождении частом. А что бы вы поменяли в музеях, чтобы сделать их популярнее? Мне уже задавали похожий вопрос. Надо сделать их более интерактивными, чтобы, как это говорит молодежь, чтобы они были электронными, чтобы там были живые картинки, и чтобы они были вперемешку с настоящими экспонатами, чтобы они глубоко окунулись в историю своей культуры. Интересно ли вам сегодня посещать музеи? Да, интересно. А что бы вы поменяли в музеях, чтобы сделать их популярнее? Что поменять? Или добавить? Ой, не знаю даже. Все интересно в музее, поэтому не знаю. А что бы вы поменяли в них, чтобы сделать их популярнее? Наверное, ничего. Мне нравится. Правда? Посещаю, не так часто, как хотелось бы, но посещаю. Конечно, интересно. А что бы вы поменяли в них, чтобы сделать их популярнее? Да, я даже не знаю. Экспозицию, может быть, увеличил бы. На данный момент слишком много дел, но я очень хочу на выходных сходить в один музей. Исторически они уже достаточно интересны, но если как-либо привлечь молодежь, возможно, технологиями, как в русском музее, который рядом с мостом. Там очень интерактивные, интересные фильмы. Кратко и понятно. Нет, не часто, но посещаю. Да, интересно, если музеи по моим интересам. А что бы вы в них поменяли, чтобы сделать их популярнее? Добавить скамейки, чтобы отдыхать. Большинство музеев, по-моему, я уже посетила, поэтому было бы классно, если бы открылись бы еще новые другие. Возможно, я бы больше сделала бы что-то подобное буклетиков или что-то. По-моему, они есть, но я просто их не вижу. Ну что, посмотрели мы с вами небольшой сюжет. Давайте послушаем мнение вас, нашей аудитории. Как вы считаете, как сделать так, чтобы музеи стали более популярными? Мне кажется, надо сделать музеи или отделы в музеях, где рассказывается что-нибудь поинтереснее для молодежи, например, историю создания чего-либо, что сейчас глубоко въелось в... Например, что? Историю якутского рока, не знаю, что-нибудь такое? Нет. Например, историю создания интернета, историю создания первых компьютеров, что-то типа того. Я считаю, что музеи надо все-таки переводить на цифровой формат, потому что у школьников там и других людей все меньше времени, то есть у них как день начинает проходить. Зима, лето, день, ночь, утро, вечер, весело, грустно. Поэтому надо дать им формат такой, что они могут в любом месте, в любое удобное время зайти на сайт или даже VR-очки одеть, если у них такая есть возможность, и посмотреть на экспонаты, на информацию о них, и вот так обучаться. Еще варианты, как бы вы Как уже было не рассказано, надо увеличивать уровень интерактивности, погружения в музеи, скажем. Можно создавать реплики каких-либо артефактов, которые есть у нас в музеях. Насколько я помню, у нас где-то уже было подобное. То, что маленькие дети могли бы прийти, пощупать, опять-таки, эти же косточки, музыкальные инструменты древние якутские. И это все. Чтобы человек чувствовал реальность этого происходящего, то, что это было на самом деле. И, скажем, опять-таки, я не могу в виртуальной реальности зайти и посмотреть на кости и пощупать ее никак. Да, я не чувствую природности, что ли, условной. Так, я считаю, что для того, чтобы улучшить посещаемость музеев,
в первую очередь надо сделать их более общедоступными, то есть сделать вход бесплатными. Потому что сейчас все больше стоит острый вопрос денег, касаемо финансов, и люди просто банально не хотят потратить деньги на билет. Поэтому, как Ты по музеи мне, предлагаешь делать бесплатными, получается? Да. А это вообще реально, как вы считаете? Ну, продажа билетов – это довольно такая вот основная статья доходов музеев, да, и, соответственно, льготы же предусмотрены. В каждом музее есть льготы. Вот студентам бесплатно, 50%. например, да. Маленьким детям, дошкольникам тоже бесплатно, пенсионерам есть. Но полностью бесплатно получается делать. Скорее всего, да, я так думаю, что это нереально, наверное. Послушали мнение ребят, так сказать. Давайте комментарий с вашей стороны. Что думаете? Да, вот когда появилась пушкинская карта, да, реально, вот, правда, она с 14 лет, да, после того, как там школьник получает паспорт, только можно получить эту пушкинскую карту, но я так вот заметила, что в музеях стало вот больше молодежи. И они проходят по пушкинской карте. Это очень большая помощь как раз для молодежи приобщиться вот к истории, к искусству. И, соответственно, надо как бы расширить, может быть, возможности для как раз бесплатного посещения, да, или какого-то льготного посещения. Что касается чтобы было там больше интерактивной информации и так далее, да, действительно, скорее всего, к этому надо приходить, и многие музеи уже к этому стремятся и что-то уже сделали. Соответственно, только ограничиваться только табличками под артефактом сейчас уже не стоит. И насчет вот сопричастности, да, к личностной вот сопричастности к каким-то вот этим материалам музея, да, это, мне кажется, тут уже посетитель также должен сам понять это, да, потому что мы же не можем, например, вот здесь жила вот какая-то семья, там, вот показать, да, все-таки, например, может быть, показаны какие-то вот предметы из истории, например, якутов, да, из истории Якутии. Мы же не можем вот как-то сказать, что это, да, вот действительно, именно вот твои предки пользовались этими предметами. Просто мы должны понимать, что это вот наше общее, это история нашего народа. Соответственно, тот народ, который знает свою историю, этот народ имеет будущее. И опять же таки, это дело также самой молодежи, самого человека, который хочет пойти в музей, узнать историю своего народа, да, потом от истории народа как раз и идти к истории своей семьи, своих близких. Ну, я так думаю. Сопоставимо ли влияние музеев с влиянием социальных сетей? Как вы считаете? Мне кажется, что влияние музея не может сопоставляться с влиянием интернета и общества, в котором живет человек, потому что человек может ходить в музей раз в месяц, раз в полгода, в год, а в интернете он сидит каждый день, с людьми он общается каждый день. Вот. Они могут легко менять мнение человека, а вот в музей же ходят довольно редко. И за один раз, мне кажется, музей не может полностью поменять мнение человека. Конечно, все-таки социальные сети более влиятельны, так как они как бы больше времени проводят в нашем кругу. То есть мы больше смотрим их, читаем. И в музей мы ходим раз в месяц или раз в неделю. Это вот по-разному всегда бывает. А вот СМИ мы читаем каждый раз. Читаем паблики ВКонтакте, где тоже есть какая-то историческая информация. И чаще мы, конечно, впитываем информацию из вот этих вот социальных сетей. Еще мнение? Мне кажется, что влияние музеев и влияние социальных сетей тоже несопоставимо.
Но вместо того, чтобы конкурировать эти два направления, я считаю, что нужно использовать возможности 21 века, пользоваться социальными сетями, чтобы, наоборот, привить любовь к музеям. Пессимисты, еще ваше мнение? Еще мнение? Я считаю, что социальные сети имеют гораздо большее влияние, чем музеи. Потому что, ну, во-первых, социальные сети более доступные. Стоит лишь открыть телефон и уже там листать, не знаю, ленту ВК и смотреть разные там посты исторические и, ну, брать знания. В таком формате социальные сети крайне легкие и доступные. А вот для того, чтобы пойти в музей, тебе придется там нарядиться, подготовиться, какой-то день назначить, выйти, Помыться, заказать, обуться. Да. помыться, умыться, там, заказать такси, наверное, кого-то Пешком позвать. пойди. Что ли? Или пешком пойти, да. Надо иметь жесткую силу воли, от чего оно является, скорее всего, наслаждением элитарным, чем массовым. От чего социальные сети влияют больше, чем музеи на данное время. Еще мнение было, да? Я вот хотел сказать о том, что музеи, ну, в отличие от социальных сетей, они показывают, ну, то есть именно прошлое человека, каким он был, ну, допустим, то же самое вчера, каким он был, год назад, 100 лет, да. В то время как социальные сети, они показывают, ну, каким человек сейчас и каким он, скорее всего, будет. То же самое касаемо моды, этих трендов, ну и так далее. Поэтому влияние социальных сетей более, скажем, сильнее, чем музей. Но, так скажем, музей помогает определить, кем ты был до этого, да, то есть тоже вписывает свое влияние в формирование как личности, так и характера человека. Давайте послушаем мнение ребят, давайте послушаем мнение нашего гостя. Как вы считаете? Ну, вот, окей. Ребята, они считают, что социальные сети намного превосходят в своем влиянии музей. Как вы считаете, так ли это? И если да, то каким образом они могут друг друга взаимодополнить? Музеи и социальные сети — это совершенно разного формата источники информации. Поэтому они как бы не стоят на одной плоскости, да, их невозможно измерить. Есть такие вот социальные сети, которые как раз влияют на общественность, на общественное мнение. Ну и я так скажу, что многие музеи вот переходят как раз на такой формат. У них не только вот они существуют в каком-то здании, да, они занимают вот все вот эти имеющиеся доступности интернет-площадки. Конечно, это же как раз веяние нашего времени. Это тренд, когда мы должны и образовательные, вот даже, как сказать, образовательные учреждения тоже переходят в формат соцсетей. И, соответственно, мы там не только вот информацию передаем, но также еще и узнаем мнение тех, кто читает нас. Дарана, какой совет вы дадите сегодня нашим ребятам? Будьте активны, даже если у вас разные противоположные мнения относительно вот музеев, да, ну и не только в целом, да. Самое главное вот то, что нам нужно для получения образования, значит, для получения профессии, значит, для того, чтобы жить. И постарайтесь узнавать больше информации, расширять свой кругозор. Это все важно для того, чтобы, ну, достойно взрослеть и стать достойным членом нашего общества и дальше передавать свои знания, свой опыт и будущим поколениям. Ну что ж, наступил тот самый момент, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в позиции пессимиста, в том, что новые форматы, так сказать, они более привлекательны для населения, может перейти на их сторону. И пессимисты, если убедились в верности позиции оптимистов, могут занять их сторону. Давайте определяемся окончательно в своей позиции, ну и на счет 3 можно будет перейти. Что, 1, 2, 3. Все остались при своем мнении, давайте опять же друг друга поблагодарим. Друг друга мы уважаем. Ну и к чему перейдем? Гюльнай Дарана, пожалуйста, кого вам бы хотелось наградить и назвать лучшим участником сегодняшней передачи? Мне бы хотелось отметить молодого человека, Владимир, да? Да, который высказал свое мнение много раз и защищал вот свое мнение.
Владимир, давай мы тебя попросим выйти на наш подиум. Пожалуйста, вам слово. Молодой человек не боялся высказывать свое мнение, хотя вот довольно-таки у него было как бы категоричные такие вот мнения, да, что формат музеев должен полностью перестраиваться, да, и... Интересные высказывания. Да, интересные высказывания, интересное мнение увидела. И важно, что молодой человек не боится как раз сказать свое мнение и не боится быть активным участником. Вот у меня небольшой такой вот предмет, который как раз по нашим нынешним стандартам, да, позволит Владимиру оставаться всегда на связи, насколько это возможно. Спасибо, давайте поаплодируем. Поздравляю. Представься, расскажи. Здравствуйте, я Мальцев Владимир, ученик школы номер 5. Вот я очень скажу кратко, буквально пару слов. Ходите в музеи. Ну что, в завершение приглашаем всех подняться на наш подиум для того, чтобы мы, опять же, могли немного пообщаться друг с другом и с нашей гостьей Ильей Айдаровой. Стать частью нашей программы можешь и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была программа «Я молодой». Ее ведущие Евгения Тимкина И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Тема передачи очень актуальна. Во-вторых, настроение ребят передалось, мне кажется, вот даже мне. Ребята очень активные и не стеснялись выражать свое мнение. И очень тоже они такие вот заинтересованные молодые люди, я так считаю, да. И как раз такие передачи нужны для того, чтобы молодежь делилась своим мнением и на какие-то актуальные злободневные темы.